Ночь искусств – это продолжение акций «Ночь в музее», «Ночь в театре» и «Библионочь», которая завершает годовую серию и проводится ближе к концу года. Основная цель – предоставить жителям возможность бесплатно культурно просвещаться. Впервые Ночь искусств отметили в стране в 2013 году. На тот момент акция прошла только в главных городах – Москве и Санкт-Петербурге. В Ингушетии она состоится в 6-й раз. Максимально сократить дистанцию между зрителями, но не с искусством. В прошлом году эта ночь объединила более 700 тысяч человек. На этот раз акция пройдет в онлайн-режиме. Мера вынужденная. Лена Богатырева с детства интересуется спектаклями и музыкой. Делится, что без выступлений вживую впечатления не те. Появляется иногда желание куда-то пойти, посетить какой-то театр, спектакль, например, посвященный мотивам произведения Идриса Базоркина. Я понимаю, что правительство заботится о нас, поэтому и ввело ограничения. И когда я услышала, что 3 ноября будет Ночь искусства, вы знаете, я обрадовалась. Мне кажется, все мои студенты, и я в том числе, хотя я уже довольно-таки взрослый человек, мы все примем участие, и нам это пойдет на пользу для нашего духовного развития. Собрать любителей прекрасного в виртуальном мире творчества и искусства. Оценить культурную программу жители смогут, сидя дома через YouTube или Instagram. В прямом эфире концерт мастеров искусств филармонии имени Хамхоева или же оценить один из самых древних видов искусства – театральное. Филармония проведет цикл мероприятий, конкурсы стихов, конкурс песен, конкурс рисунков. Они будут один за одним идти в последовательности. Наши в этот же день, 3 числа, с вечера покажут спектакли. Театр юного зрителя «Гроза» по пьесе Островского представит спектакль. Кроме того, «Гамлет» по пьесе Шекспира и детский спектакль «Аладдин» и «Волшебная лампа Аладдина». Познакомить зрителей с культурным наследием страны. Главная цель мероприятия – начало бессонной ночи запланировано на онлайн-платформе 3 ноября с 6 до 11 часов вечера. Хава Газикова, Асхаб Белакиев, Новости 24.